To fill our minds and bring our minds in agreement with God's mind, this is essential. Итак, мы говорили о том, что наполнять разум Словом и привести свой разум в согласии со Словом Божьим и с разумом Божьим – это очень важная вещь. And if we don't do our homework, we have no chance to grow. И мы с вами остановились на том, что если я со своей стороны не буду делать то, что Бог от меня ожидает, или, грубо говоря, домашнюю работу, у меня не будет шансов возрастать духовно. But filling our mind and renewing our mind with the Word of God, this is not enough. Но интересно, что и обновление разума, и наполнение разума Словом Божьим – это еще не все. There's another second part that needs to be done, and God is promising this in the same verse, Jeremiah 31:33. Есть еще одна важная вещь, о которой нам следует поговорить, и она тоже упоминается в Иеремии 31:33. And that's what we want to concentrate on tonight. И сегодня я, честно сказать, хотел бы посвятить именно этому наше He время. promises He will write His word on our heart. Здесь говорится, что Он вложит в наш разум свой закон, но еще и запишет в наших сердцах. And in the same way, Paul later describes the new covenant. The old covenant is the will of God, the law written on tablets of stone. И позднее Павел опять-таки говорит на эту тему, и он говорит, что некогда закон был записан на каменных скрижалях. And the new covenant is the word of God written on the tablets of our heart. А Новый Завет, Божий закон, он записан на скрижалях нашего сердца. That means our heart comes in deep, deep, deep agreement with the will of God. Что можно перефразировать так, что наши сердца будут добровольно, будут внутри глубоко находиться в согласии с Божьей волей. So then we no longer say we have to be holy, we have to obey. Знаете, это когда мы приходим к такому состоянию, когда мы не говорим, ну вот, от меня требуется быть святым, от меня требуется праведность. But this is the desire of our heart. Но когда это становится подлинным желанием наших Our сердец, heart gets a new taste, new desire. когда наше сердце обзаводится новым мироощущением, когда оно обзаводится новыми желаниями, God's life within us. это Божья жизнь, которая начинает жить внутри нас. And we want to love Him, we want to serve Him. И это когда ты сам внутри We want to do искренне. His will. Ты хочешь любить Его, ты хочешь служить that Ему, was the ты problem. хочешь исполнить Его That волю. was the problem with the first covenant. Everything that was written on the tablets of stone, that was accurate. This was the will of God. Потому что это и есть ключевая проблема Ветхого Завета. Все, что Бог записал на каменных скрижалях, было хорошо по сути. They had the right commandments, but the wrong heart. Понимаете, заповеди-то у них были прекрасные, только сердце не то. And the new covenant А Новый Завет, solves the problem at the root. он the new heart. решает эту проблему у корня, потому что Бог обещает нам новое сердце. So God is writing His law, His will. It's not the Mosaic law, please. Итак, мы с вами, кстати, говорили, Бог говорит, я запишу закон свой в их сердцах. Это не закон Моисея. Acts 15 makes it clear forever. We are not, as believers from the Gentiles, we are not Jews, and we have no obligation to obey the law of Moses. Потому что Деяния 15 глава провозглашает в нашу жизнь очень ясно, что мы, будучи не евреями, не представителями еврейского народа, на нас не возложена обязанность исполнять еврейский закон Моисея. Although this is so clear in the Word of God, we still have so many Christians who are confused and they think they need to live as Jewish people. Это просто потрясающе, что несмотря на то, что это так ясно записано в Новом Завете, все равно есть толпы христиан, у которых есть смятение, и которые почему-то, будучи язычниками, хотят жить по-еврейски. And I found out at home, there are many believers and churches and groups who want to do this. Whenever they try to live as Jews, a religious spirit comes in. И знаете, я вам честно скажу, тоже такую, это неприятная вещь, это я добавляю, что я, например, по моим наблюдениям, когда речь идет вот о таких группах, о каких-то церквях, когда язычники хотят адаптировать еврейский образ жизни, туда всегда приходит религиозный дух. So Всегда. this expression, my law
has a broader meaning, and it means His will, His understanding, His principle, И мы His же ideas, с His вами government. понимаем, мы же с вами понимаем, что когда Бог говорит, я вложу закон свой, это не закон Моисея, но это в более широком смысле Божьи принципы, Божьи ценности, Божье понимание вещей. Это Божья воля в ее широком смысле. So God is writing His word on our heart. Итак, Бог хочет записать свое слово в нашем And сердце. because the word is powerful and creative, И потому что Слово Божье живо и действенно, оно имеет гигантскую творческую силу. our heart will be deeply affected by the word of God and Слово changed. Божье способно очень глубоким образом проникать в наше сердце, производить там свое действие и необходимые перемены. And to do our part or to understand this process, it would help very much if we have a clear understanding about the power, the creative power of God's word. Я, честно, хочу вам это подчеркнуть, потому что во всем этом деле, да, запишу закон, запишу слово в сердцах, нам очень сильно может помочь понимание того, что сам Бог говорит о своем слове и о силе этого слова. Yesterday I mentioned the word as a hammer and as a fire. Вчера я вам говорил, слово это что? Это молот. Слово это что? Это огонь пожирающий. But there's much more. Но слово это гораздо больше, чем только эти две штуки. There's the light of the word. Потому что есть свет слова. Bring to surface the deep lies that we have bought in when we were very young. Свет слова способен просветить каждое сердце и вытащить наружу и сделать видимым всю ту ложь, которую люди собирали всю свою жизнь с And we детства. build our life on these lies. And И- this is why it's not working. И часто, потому что люди свою жизнь утвердили на лжи, жизнь кажется такой дисфункциональной. Like, I do not deserve to be loved. Например, эта мысль, внутренняя уверенность, я не заслуживаю любви. Просто как человек не заслуживаю. Everyone is in, but I'm on the outside. Да, и как будто бы всех пускают вовнутрь, а я вечно где-то хожу снаружи в окна заглядываю. Many other lies. И есть очень много всякой лжи, которая встроилась в жизни людей. But the word also is creative. It can create something that is not there. Но интересно, Писание говорит, что Слово также это такая могучая творческая сила, которая способна делать из несуществующее существующее. This is the main idea of this parallel of the sower who sows the seed. И, честно сказать, это тоже одна из таких параллелей, которую мы находим в притче о сеятеле. And in one of the versions in Luke 8, Jesus explains this parable and says, the seed in the parable, this is the word. И, например, в Луке, в 8 главе, где опять-таки упоминается эта притча, Иисус очень ясно говорит, семя, о котором ведется речь, это слово. The seed has power to create something which is not there. А семя это что такое? Это такая штучка, которая способна из себя производить нечто несуществующее. And the whole parable is about the mystery of the soil, the heart working together with the seed, the word. И интересно, что вся эта притча посвящена основной теме, как человеческая почва сердца при взаимодействии с семенем, что из этого может получаться. So the more we see the power of the word, the more we will be motivated to take our part. В этом и есть весь смысл. Чем больше мы начинаем ценить семя и осознавать, что это за семя и насколько оно прекрасно, тем больше мы будем хотеть сделать свою часть, чтобы это слово приносило плод. Because in the same way as God says concerning the mind, I will put my word into your mind, we have to do our part so that this can happen. Да, мы говорили с вами уже, что для того, чтобы осуществилось это Божье обещание, и я вложу слово свое в разум ваш, для того, чтобы это случилось, мы должны со своей стороны приложить некое усилие. So in the same way, when God says, I write my word on your heart, you have to do something that He can do it. Абсолютно точно таким же образом, для того, чтобы осуществилась вторая часть обещания, и я вложу закон свой в сердца ваши, точно так же подразумевается, что будет какая-то ожидаемая от нас ответственность. In fact, even there's a commandment in the Word of God, which is in Proverbs 7:4,
write my word on the tablets of your heart. You do it, you И write. более того, я скажу вам, если вы возьмете притчи 7:4, во всяком случае в переводе с английского ориентировочно, Бог говорит, я даю вам заповедь, запишите слово мое в ваши сердца. Но это может быть где-нибудь рядом. And we learned already, we will not go be upset. Oh, here God says He will do it, and now He says I have to do it. So which И, one is друзья, right? суть как раз в том, чтобы нам вот в таких там каких-то огорчениях не метаться. Бог обещал одно, теперь Он хочет, чтобы это я. Зачем нам все это? He is writing when you are writing. В общем, смысл такой у этого. It's Бог that simple. записывает именно в тот момент, когда я He записываю. И writes His всё. word on your heart when you write it on your Он heart. записывает свое слово на нашем сердце именно в тот момент, когда мы сами выбираем его там записывать. But that leads us to the next question. Но это ведет нас к следующему вопросу. How do I write the word on my heart? Как я могу это слово How can I do it? записать на своем сердце? Конкретно как? Thank you for this good question. This takes us one step further. Спасибо за этот прекрасный вопрос, который я читаю в ваших глазах. Так мы сможем сделать еще один шаг We вперед. write by speaking. Мы записываем, проговаривая. Where did you get this from? И вы скажете, откуда ты это взял? Psalm 45, Это, наверное, 44-й verse псалом, 1. первый стих. My tongue is the pen to write. Мой язык – это перо искусного писаря. So you write by speaking. Не поверите, но в тот момент, когда вы говорите, вы в этот момент пишете. But by speaking in a special way which needs to be explained. Но давайте поговорим с вами, о какого рода говорении идет речь. This is what Paul says in Romans 10, verse 8. The word is near you in your mouth and in your heart. Римлянам 10 глава, 8 стих, Павел говорит, слово на самом деле недалеко, оно близко, оно в устах твоих, оно в устах твоих и в сердце твоем. In your mouth. Да, оно And в устах then in your твоих heart. и в твоем сердце. Потом, сначала в устах, потом в сердце, друзья. So Видите? you fill your mind Итак, and then you speak the word. мы сначала наполняем свой разум словом, а потом мы начинаем это слово говорить. And we don't want to be robots who just И automatically вне всяких proclaim сомнений and речь confess the word не into идет the air. о каком-то механическом говорении, просто мы берем и молотим это Слово Божие в воздух. No, we speak the word back to God. Нет, мы берем Слово Божье, и мы говорим его обратно With a Богу. heart of thankfulness. С благодарным We come into сердцем His presence. мы приходим в Его присутствие, And we tell Him и мы говорим Ему what He told us to tell то, Him. что Он сказал нам, чтобы мы Ему говорили. We speak the word to Him. Мы говорим Слово Ему самому. Not like robots, Мы не занимаемся... but with a как это, thankful heart. знаете, когда люди там говорят что-то перед зеркалами, как роботы, как With a- какие-то машины, With a decision to believe every word and everything that is said. но мы говорим это Богу с решением верить в то, что мы говорим. With the realization, now it takes place. I speak and it takes place. Правда, очень важно, когда мы что-то говорим Богу, не делать это машинально, но быть здесь и сейчас в этот момент и осознавать то, что мы делаем. This is how Jesus defined faith. Faith is you speak, and while you speak, you believe you have it. And then you will have the experience later. Интересно, что Иисус точно так же об этом сказал. Он сказал, когда вы что-то говорите Богу, вы о чем-то Его просите, верьте, будьте там в этот момент, что вы уже это получили и будет вам дано. You speak, Мы говорим and now you believe и верим, that you have it, что уже получили это. and then you will enjoy it И later. Он говорит, и вы будете So это receiving иметь. now and experiencing later. И это тоже важный принцип. Мы получаем сейчас, просто переживаем позже. Because it takes time to manifest. It takes time that the word is doing its work. Потому что часто для того, чтобы слово проявилось и сделало свою работу, просто нужно время.
Remember the situation when Jesus wanted to teach his disciples about the power of faith? He cursed the olive tree. Помните, когда Иисус хотел обучить своих учеников вере, он проклял смоковницу. So he cursed the fig tree. Итак, Иисус, обучая своих учеников, проклял смоковницу. They went on. Next morning, they И came the same path. они ушли, да? Ну, он проклял ее, и они ушли. На And the следующий день disciples were они so пошли той же excited. самой дорогой. И ученики такие были вне себя от Because радости, they saw the fig tree withered, потому что они увидели, что смоковница became dry иссохла. and dead overnight. Иссохла до корня за ночь. And they were so excited. Jesus, it worked. Да, и It они really worked what обрадовались, you говорят, did. «У-у-у, работает». Do you think Jesus was surprised? Вы думаете, Иисус удивился? Jesus was anxious. Oh, now we come round the corner. I hope it worked and I hope the Вы tree's думаете, dead. вы думаете, когда Иисус туда шел, он шел с такими мыслями, сейчас вот это увидим, сработало ли, и вот в таком состоянии. No, he spoke the Нет, word он and he сказал knew it happened. слово, That's it. и он знал, что так будет. He И didn't все. have to wait next morning to see if it worked. Ему не knew it. надо было дожидаться следующего утра, чтобы убедиться, что что-то сработало. He knew there's power in his word. Он знал, что в его слове есть сила и власть. And the word would do what he just pronounced. И слово пойдет и исполнит то, для чего он его высвободил. So remember this wonderful revelation. God takes us serious. И помните, мы вчера тоже размышляли над этим прекрасным откровением, что Бог воспринимает наши слова очень серьезно. He's working with our words. Он обращает внимание и работает с нашими словами. So we practice faith. We speak to him and we know we have it and it will be manifested Итак, друзья, later on. это и есть этот самый принцип. Мы говорим слово, и мы знаем, что оно пойдет и будет работать. И я знаю, я верю, что я уже получил, и тогда во времени я это увижу. So while your experiences in certain areas of your life or character are not yet in agreement with the word, you just proclaim the word. Знаете, друзья, и если по каким-то причинам какие-то аспекты вашей жизни все еще не находятся в согласии со словом, вы еще не видите это, продолжайте это слово высвобождать, говорить. You're not declaring your experiences, you declare what God has done in you by the cross. Потому что мы призваны с вами, друзья, провозглашать не наши чувствования и не наш какой-то опыт. Мы призваны провозглашать то, что было сделано для нас на кресте. We had already Romans 8, the law of the life of the Spirit has set me free from the Например, law of sin and death. мы Has останавливались с passed. вами. It's done. Мы At с the вами cross. останавливались на этом стихе. Римлянам 8:2. Закон Духа жизни во Христе Иисусе уже разбил в моей жизни закон греха и смерти. И это уже свершившийся факт. Это произошло на кресте. So be careful. There's a false kind of honesty. Знаете, и я хотел бы вас предупредить против вот такой очень своеобразной честности. For example, you still see anger active in your life. Oh, I must be honest. I cannot say I've been set free from that. Знаете, это люди, которые вот по такому пути идут. Они все еще страдают, например, от гневливости. И они говорят, ну, если я буду честным, этот закон Духа жизни во Христе Иисусе еще не освободил меня So от гнева. I will be honest and I will be humble. And only when I demonstrate that I'm set free from anger, then I will declare it. Поэтому зачем я буду лицемерить и эти вещи провозглашать? Я сначала дождусь, пока я освобожусь полностью от своего гнева, тогда я начну эти прекрасные вещи That means провозглашать. you build your faith on experience. Это означает, что мы строим так свою веру на чувствах и на личном опыте. No, we need open eyes, open understanding what God has done in us and with us at the cross. Но у каждого из нас, напротив, должны быть открытые глаза и понимание, и сосредоточенность именно на том, что Бог сделал для нас на кресте. And here we need the work of the Holy Spirit to get revelation, to receive divine understanding about certain things that we don't see in our experience. И как мы уже об этом тоже читали, нам необходим дух премудрости и откровения, который
который будет показывать нам вещи и вдохновлять, и ободрять нас в этих вещах, несмотря на то, что мы их еще пока не увидели в своей жизни. Luke 24, verse 45. Лука 24, This is 25. Jesus after his resurrection, and he's meeting two disciples, and he brings them the word which he has preached to them before. Иисус Scripture from Old Testament. после своего воскресения встречается со своими учениками и говорит им слово, которое он уже им говорил, он цитирует им отрывок Ветхого Завета. About his suffering, about his death and resurrection. It's all in the Old Testament. Да, потому что все, что касается смерти на кресте и воскресения, это все записано, это все было предречено в Ветхом And Завете. Scripture says he opened their mind. И он отверз их разум для понимания Писания. We need more than Scripture. Потому что нам нужно не только само Писание как таковое. We need more than Scripture that fills our mind. Нам нужно не только слово, которое заполняет наш разум. We need a supernatural work and help of the Holy Мы Spirit точно так же нуждаемся в сверхъестественной помощи Святого Духа. to give us clear understanding what Scripture talks about. Для того, чтобы нам иметь ясное и глубокое понимание того, о чем говорит Писание. He opened their mind Там написано, и он отверз их разум that they would understand Scriptures. на понимание Писания. When the disciples who lived with Jesus and heard the word, if they need this ministry of Почему? eye-opening and having a mind that is capable to understand Scripture, И я просто хочу обратить ваше внимание. Речь идет о людях, которые ходили с Иисусом и все время слушали Его слова. И если они нуждались для того, чтобы их ум был раскрыт, для того, чтобы их ум был просвещен, то что про нас говорить? then surely we need the same. Да, что про нас тогда говорить? Нам And точно this так is же the это нужно. ministry of the Holy И, Spirit. друзья, в этом заключается служение Святого Духа. He will lead you into Потому all что Иисус truth, сказал, Дух Святой наставит вас на всякую истину. into the reality, Он наставит вас на всякую реальность, not in head knowledge, а не просто Он поможет вам собрать Right. какие-то знания в голове. into the reality. Он поможет вам вникнуть, и Он откроет вам полноту истины. This is what we need. И это то, в чем мы тоже And this is нуждаемся. how the word, which is already in our mind, becomes a powerful revelation and a power for change in our heart. И именно так слово, которое сначала помещается в наш разум, оно становится мощным откровением внутри нашего сердца, которое начинает действовать и все менять. And although many people know this, they don't draw the right conclusions from this fundamental truth. И интересно, что несмотря на то, что это не секрет для многих людей, многие люди это знают, они почему-то не делают из этого правильного вывода. They do not desire the help of the Holy Я не Spirit. знаю почему, но есть люди, которые не жаждут помощи But Святого the Holy Духа. Spirit is the helper. Но Дух Святой, Он и есть этот заступник, Он есть этот This Greek помощник. word, parakletos, means he's the one that is called to be by my side for help. Например, греческое слово «параклетос», которым называется Дух Святой, в буквальном смысле переводится как тот, который был призван, чтобы все время находиться рядом. Some people say, oh, I don't have to call the Holy Spirit, he's there. Знаете, есть люди, которые говорят, зачем мне все время Духа Святого приглашать, он и так рядом, он и так во мне. Then why is his name Parakletos? А зачем тогда его зовут Параклетос? Who's supposed to call him? God? Кто должен Or me? его призывать? Его Бог должен призывать. Потому что Параклетос означает призванный, Yes. позванный, чтобы быть все время Yes, рядом. sure, he's there, but he's a person. Please Конечно. let him know. Дух Святой живет внутри нас, you но need him. Он та самая Humble личность, yourself. которая ждет, пока мы смиримся, for him. и мы пригласим Его, Expect и мы him. начнем Его ожидать, и мы начнем Его ждать, Expect him to do this wonderful, important work. когда мы будем позволять Ему приходить и делать эту важную работу в нашей жизни. And we see how much Paul is depending on this ministry of the Holy И Spirit посмотрите, как, например, Павел был до крайней степени зависим от служения Святого Духа. to produce maturity in the believers. Для того, чтобы, как он говорит, производить зрелость, приводить к зрелости верующих. Probably you heard many times
teaching that refers to this piece of scripture, Ephesians 1:15 to 23. Наверное, вы уже много раз слышали всякого рода вдохновляющие проповеди по Ефесянам, например, 1 главе с 15 по 23 стих. Here we see Paul praying again and again and again for a church that he taught for more than 2 years. Павел здесь пишет о том, что он беспрестанно, то есть раз за разом, молится о церкви, которую он лично наставлял не меньше 2 лет. And what is he praying? И обратите внимание, He's за что он praying that молится. they might understand what he has taught them before. Знаете, он фактически молится о том, чтобы они могли понять то, чему он их обучал все это Do you время. see the parallel to Luke 24? Вы видите? Jesus opens their eyes to understand the scriptures which he has given them already before. Параллель с 24 главой Евангелия от Луки, 45 стихом, где он фактически открывает им разум, чтобы они могли понять то, чему он их уже до этого учил. There are certain fundamental truths Есть. of the gospel that can only be grasped and understood by the supernatural help of the Holy На Spirit. самом деле существуют такие реалии Нового Завета, Писания, которые возможно вместить человеку только при сверхъестественной помощи Святого Духа. Никак иначе. Through the work of the cross, for example, we and the new birth, repentance and new birth, now we are in Christ. Например, через то, что было сделано на кресте. We are in Christ. Например, мы теперь No. находимся And this is a во major Христе. change because before our conversion, we were in Adam. Потому что, например, до нашего обращения и рождения свыше, Писание говорит, мы были все в Адаме. We were in Adam. This is what Paul teaching in 1 Corinthians 15, in Adam. 1 Коринфянам, 15 глава, об этом учит Павел. Он говорит, некогда до вашего обращения и рождения свыше вы все были в Адаме. And in Adam, we were all dead to God. И в Адаме мы все были And мертвыми here для comes Бога. Jesus, the last Adam. А потом приходит Иисус, который называется последним Адамом. And don't ask me how it was possible, but God put whole human race into the last Adam. И не спрашивайте меня, как это Бог смог сделать, но Бог взял все человечество And- и поместил его в последнего Адама Did a tremendous work. и сделал потрясающую работу. I mean, imagine, it's a piece of paper or a card. Представьте себе, вот у меня есть классная открытка. It's in the book. Открытка находится Now у I меня burn the book. в книге. Потом я беру и книгу свою жгу вместе с открыткой. So what happens to the piece of paper in the book? Скажите, что станется с открыткой в книге, которую я жгу? It's burned with the book Понятное because it was in the дело, book. она тоже сгорит, открытка, вместе с книгой, потому что она была в их And книге. God put you in the last Adam, in Christ. Подумайте над этим. Бог поместил вас в последнего Адама, который есть Христос. And he died. И Христос What happened умер. to you? И что случилось с вами, You друзья? died with him. Because you were in Удивительно. him. Но потому что вы были в нем, вы умерли вместе с ним на кресте. And why did you have to die? А зачем это надо было все, чтобы вы You умирали? died to sin. Вы умерли в нем, там, для греха. Because the power of sin was ruling over your old man. Потому что власть греха была над вашим старым, или, как Библия говорит, ветхим человеком. The old man was destroyed. И этот старый человек, он был убит. Please don't get confused. Пожалуйста, вы только The не old попутайте man ничего. is not the flesh. И причем ваш ветхий человек, это не ваша плоть. The old man was crucified with Christ. Ваш ветхий человек был Died. сораспят со Христом And therefore sin has no partner to rule и over. умер на кресте со Христом, и поэтому грех больше не властен в вашем смертном теле. And by the way, notice the difference between the sin or sin and sins, plural. И обратите внимание на разницу между грехом и конкретными грехами. Sin is a general law, it's a power. Когда о грехе говорится не просто о каких-то конкретных грехах человека, а некой духовной силе. And our old man
was under dominion of И sin. наш с вами ветхий человек родился и жил под господством He was- этой греховной натуры. He was Природы. he was married to sin. He was Он был connected. с ним одно, он был женат на нем, если And how to хотите. come out of this terrible И marriage? как мы вышли из этого ужасного брака и этого союза? Well, just die. Из него как выйти? Только And then умереть. sin has no hold anymore. Понимаете, когда умер, you уже just грех died. не имеет никакой власти, потому что тот, над кем он имел власть, This is уже умер. Romans 6. Это Римлянам 6 глава. And this is the foundation for taking the first steps into deliverance, into freedom in Christ. И это первый основной шаг в свободу во Христе. And many churches do not teach Romans 6. И интересно, что практически редко ты встретишь, чтобы в церквях обучали Римлянам 6 And all главе. they do is tell the people, don't sin. Все, что людям обычно говорят, ты просто не греши, братка, и But they всё. don't explain how can they do it, on what basis. Но людям часто затрудняются объяснить, на каком основании ты реально можешь не грешить. On what basis can we say no to sin? На каком основании ты сможешь противостоять греху? This is Romans 6. Это Римлянам When 6 Paul глава. explains all this, then he says, okay, what is the conclusion out of this? Do not let sin rule over you anymore, because you don't have to. И обратите внимание, какой вывод из этого всего делает фантастический Павел. Он говорит, и вы не позволяете больше греху править в ваших телах. Почему? Потому что вы это можете сделать. Because you were taken out of the dominion of sin, Потому что вы уже были вырваны из-под власти греха. therefore you can say no to the sins. И потому что вы были вырваны из-под его господства, вы можете сказать греху «нет». And many people don't have this foundation. И многие люди не имеют подобного And they try основания. to use their willpower И всё, что они to say хотят, no to the sins. It does Это not work. просто своей человеческой силой воли говорить «нет» каким-то греховным искушениям. And this whole thing gets alive when you get a revelation. That means by the Holy Spirit, a realization which is beyond your mind. Но я могу вам сказать, все интересное начинается как раз-таки именно тогда, и вы делаетесь живым, когда под водительством Святого Духа вы получаете внутри себя сверхъестественное откровение, которое гораздо больше наших человеческих мозгов и логики. So that's the negative side of the cross. И это, можно сказать, негативная сторона But there's a креста. positive Но side. есть еще и And this is положительная. what Paul is talking about in Ephesians 1:15 following. И потом в Ефесянах, в 1 главе, с 15 по 23 стих и дальше, Павел говорит об этой прекрасной стороне креста. There he explains how the story continues. Он объясняет там продолжение этой истории. And one of the things he's praying that he wants to be a revelation in the heart of the Ephesians Есть вещь, за которую он молится, и он просит об откровении, чтобы это откровение пришло в сердца ефесян. is the last part. He's praying for revelation to know God. Он молится за откровение, чтобы они лично знали Бога, And the hope of our calling, и чтобы они понимали надежду нашего the призвания. riches of glory that God has invested in us, И has invested. богатство Его славы, которую на самом деле перевод звучит как прошедшую, которую получили уже в наследство святые. I know I can share these things, but if you don't do what Paul wants you to do, you hear it and it will have no effect. But if you do what Paul was doing, you pray it again and again and again. Друзья, и я хочу, Light чтобы will вы come. понимали, я сейчас вам рассказываю все эти удивительные вещи, но если вы не начнете делать то, что делал сам Павел и хотел, чтобы они делали, то бишь молились этим раз за разом, это будет просто увлекательное одноразовое прослушивание в вашей I'm жизни. so grateful to a certain man of God who showed me these things. Но я благодарен одному человеку Божьему, который некогда обучил меня этому. I was already a believer for 15, 18 years. Я, например, на тот момент был верующим уже 15 или 18 лет. And then I understood the importance of this prayer.
И только тогда я понял важность этой молитвы. And I realized if Paul thought it was necessary to pray this over and over and over again for a church that he taught for 2 years, И вдруг до меня дошло, что раз Павел считал для себя необходимым постоянно молиться этими вещами, за эти вещи по поводу церкви, которую он лично обучал 2 года, then he did so because he understood all his teaching will not accomplish what this prayer will do. должно быть, он осознавал, что все наставления, которые он им дал, они не сделают той работы, которую способна сделать его подобная молитва. And I committed myself to pray this prayer. И я просто посвятил себя и сказал: Боже, раз Павел молился, я тоже буду. And surely in the last 30 years, I have prayed it hundreds and И я hundreds могу вам and сказать, hundreds of times. что And за I'm still praying последние it. 30 лет, я не знаю, сколько сот раз я помолился этой молитвой, и все еще продолжаю молиться. And as a result of this prayer and seeking the help of the Spirit of revelation, И потому что я молюсь, и потому что я ищу помощи Святого Духа, который и есть Дух откровения и мудрости, I could see things that became so precious to me that I would say this is the most important foundation for a life in the Spirit. я получил такого рода всякое интересное, удивительное понимание, что я бы сказал так: это, пожалуй, является одной из основных вещей, которые необходимы для духовного роста. So please bear with me. It is not easy to understand, but you can get a basic idea, and then you pray this, and it will become a powerful revelation. И, пожалуйста, вы потерпите, может быть, немного напрягитесь, да, потому что это не так просто для человеческого разума, это не так просто объяснить, но очень важно потом взять и начать молиться этим. So I said Romans 6 gives us the negative side of Я the вам cross, только что говорил, что Римлянам 6 глава говорит о вот этой такой негативной стороне креста. that we were crucified with Christ, Что, например, мы были распяты вместе со Христом. so that the old man dies and we escape from the dominion of sin. Так что ветхий наш человек уже умер, чтобы нам оказаться свободными от власти греха. Now let's look at the positive side, Теперь давайте посмотрим на положительную сторону because всего. the story continues. Потому что эта история продолжается. So what is the last point of his prayer? Verse 19. Итак, в 19 стихе, каков последний пункт этой молитвы? Just read verse 19. «И каково безмерное величие Его силы в нас, верующих, под действием Его безграничной силы». So he's talking about an overwhelming power Он говорит здесь о некой совершенно потрясающей, безграничной силе, that worked in the past in us. которая произвела в прошлом уже в нас определенную работу. He's not praying for a power in future to work in you. Он не молится о том, чтобы эта сила сработала в вас в будущем. He's praying about revelation of a mighty power of God that has done its work in Но you. он молится об откровении той силы, которая уже произвела свое действие. Here we must be very careful not to fall back on a belief that has its foundation in experience. И здесь нам очень важно помнить, что мы нашу веру базируем на слове, а не на наших чувствах и на нашем опыте. Because when I speak, or when Paul speaks about this tremendous, overwhelming power of God that worked in you, you can say, worked in me? I don't Потому see что any я result, please. понимаю ваше чувство, когда Павел говорит, это действие безграничной силы, которой Бог уже совершил в вас работу. Мы говорим, да? А когда сила эта безграничная была, я что-то не заметил. I hope and I pray that one day His mighty power will work in me. Я наоборот же молюсь и стремлюсь, чтобы его безграничная сила что-нибудь сделала когда-нибудь. Until now, mighty power of God, please, let's be honest. Да, ну какая там безграничная сила? Давайте честно как-то на вещи смотреть. Look at my life, look at my compromise, Вы look at my посмотрите сейчас fallings. на мою жизнь, на все мои падения, на все дурацкие компромиссы мои. Посмотрите, ужас какой. Faith is
grounded on the word, not your experiences. Друзья, наша вера зиждется на слове, не на нашем опыте. As I said many times, and we have to remind ourselves again and again, first facts, then faith, then experience. И я это напоминаю много раз себе, и вам, и всем остальным много напоминал. Сначала факты, потом вера, основанная на фактах, и только потом переживание. And many struggling people don't care about facts, they don't care about faith, they just want to see results. Понимаете, а большинство людей, которые и так всякие неприятные вещи переживают, им как раз-таки больше всего нет дела ни до фактов, ни до веры. Все, что они хотят, это видеть результат. It will not work. А так никогда не работает. So let's keep the right order. Итак, давайте будем сохранять правильный And порядок. Paul is talking about facts. И Павел здесь утверждает факты. And our need is to see, to realize things that have already happened. И наша с вами задача утвердиться в этих фактах, в том, что уже некогда произошло. So to give us an understanding about this mighty power of God that worked past in us, И для того, чтобы показать нам пример этой безграничной силы, которая уже некогда сделала в нас свое действие, now he shows us in verse 20 он в 20 стихе something very important. показывает нам очень удивительную вещь. This kind of power that Он worked in говорит, us вот эта самая безграничная сила, которая работает внутри тебя, is the same power that Это- he worked in Christ. та же самая сила, которая произвела работу в Иисусе. When? Когда? Look at the verse. Смотрите в 20 стих. When he raised him from the dead. Когда Бог воскресил его из мертвых. We have a very mature intercessor. She will turn 90 in a few weeks. У нас в служении есть одна очень зрелая сестра, она ходатай в нашем служении, ей скоро исполнится буквально уже совсем 90 лет. And just a few months ago, she heard me teaching on this. И несколько месяцев назад она услышала какую-то проповедь мою именно на эту And she тему. got so excited. Она была так обрадована. And she said, I'm a Christian for decades. Она It's the сказала- first time that I hear such a thing. Я уже столько десятилетий верующая, что посчитать сложно, но это первый раз, когда я слышу подобную вещь. And I know many people, И я many знаю много churches. людей в разных церквях, They don't care about these things. которых вот это все не особо занимает. Even if you don't understand, you can say it was important for Paul, then it must be important for me. Друзья, даже если вы сейчас не в состоянии этого уразуметь, хотя бы согласитесь, что то, что было важно для Павла, возможно, имеет значение и для вас Because тоже. he said, be my imitators. Потому что Павел нам всем сказал, подражайте мне. So he didn't stop praying this. I'm his imitator. I will not И stop praying поэтому it. Павел, который That's simple. не прекращал молиться подобными вещами, я буду подражать ему тоже. If this is the only point you understand tonight, great, then go for it. Друзья, даже если это единственное, что вам запомнится из нашей сегодняшней встречи, пожалуйста, держитесь за And это. after you have prayed this prayer a few hundred times, then let's talk again. And they say, I see it. It's just amazing. И я уверен, если вы несколько сот раз помолитесь этой молитвой из Ефесян, и мы увидимся снова, вы скажете, о, я это вижу, это так прекрасно. Many Christians do not know the difference between the resurrection of Christ and Christ being raised from the dead. They don't know for them it's the same. Это немножко интересная вещь, потому что по-русски это одно и то же слово. Но люди не видят разницу между воскресением Христа и воскресением Его из мертвых. And it's not the same. И это не одно And и то it's же. important to know the difference. И вам важно понимать разницу. Two different words are used in Greek. В греческом языке для этих двух разных Many вещей German translations do not point to the difference. используют два разных слова. Например, немецкие переводы многие тоже не акцентируют внимание на разнице. So before we continue in the text, И прежде чем мы будем с вами дальше I изучать will текст, explain with my words and then we look at the text. я сначала объясню вам своими словами, а потом мы будем это в тексте разбирать. Resurrection. This is Easter morning Воскресение из мертвых – это у нас пасхальное утро, when Jesus, after being raised from the dead, went to the grave and got hold of his dead body, which was in the grave. пасхальное утро, воскресенье. Jesus
was made alive. He was raised from the Бог dead. воскресил его сначала из мертвых. Вот воскресение и воскресил из мертвых, While the dead corpse was still in the grave И- and the soldiers watched it. пока его мертвое тело лежало в гробнице, и его стерегли солдаты. At Easter morning, in the spirit, he went into the tomb and got hold of his body, went into the body, В реальности Иисус, которого Бог воскресил из мертвых, в пасхальное утро пошел в гробницу, завладел своим телом and и воскрес the dead физически. body was resurrected. Его мертвое тело было воскрешено из Came in мертвых. contact with the divine power and was made alive. Когда его мертвое тело соприкоснулось с божественной силой и было оживотворено. There's a fundamental difference between Lazarus. И, кстати, это очень сильно отличается от того, что произошло с Лазарем. Remember, he was dead Помните, for он 3 был days. мертв 3 He дня. was really dead. Очень, совсем мертв. And Jesus called him out of the grave. И потом Иисус воззвал к нему, и он восстал из мертвых. And because we are so ignorant and we don't have the right words, we say, oh, this is a resurrection. И мы тоже говорим, это воскресение Лазаря. Ну, по-русски мы так и говорим. Understand the difference between what happened to Lazarus and what happened to Jesus' body Easter morning. Очень важно нам понимать разницу между тем, что произошло с Лазарем и с телом Иисуса в пасхальное утро. Lazarus had to die again. Лазарю пришлось умереть снова. When Jesus was resurrected, Когда Иисус был воскрешен, his body was totally transformed. его тело было совершенно He got a преобразовано. new kind of body, Он получил совершенно новое over тело. which death has no И power это такое тело, anymore. над которым смерть больше не властна вовеки. No flu, no pain, no death, no Ни nothing. боли, ни простуды, ни смерти, ничего в этом теле нет, не бывает. And this body, although it looks like a human body, it was a supernatural, heavenly spirit body. И несмотря на то, что тело его все еще имело человеческое обличие, тело это было совершенно сверхъестественного свойства. Spirit body with flesh and bone. Это некое духовное тело, у которого все равно есть кости и плоть. Very different than Lazarus. Это очень другая история, чем с Лазарем. Lazarus could not go through walls. Лазарь после своего воскресения не мог ходить через стены, Jesus could. а Иисус мог. We see this in scripture. Мы это в Писании с вами Because the видим. spirit body is no longer under the rulership of the natural Потому life. что духовное тело, которое было у Иисуса, оно свободно от тех вещей, которым подвержено тело на земле. You need to understand these are two different events. Jesus made alive, raised from the dead, and getting the dead body. Можно сказать, воскресение Иисуса в духе, я думаю так, и когда Он был воскрешен в своем теле. What makes it for us so difficult to understand is our Western mindset. Yes, you come from Asia, you are not Western people, but still you have a Western worldview. Знаете, Do это you know? очень интересно, что в реальности это напрямую зависит от того западного, хотя мы, конечно, здесь живем в Кыргызстане, но мы все равно находимся под воздействием западного мышления. And our idea what it means to be dead is very different than what the Bible thinks about it. И наше представление о том, что значит быть мертвым, это что-то очень другое, отличающееся от библейской реальности. You remember the story that Jesus once told about poor Lazarus, another Lazarus, and the rich man? They both died. Помните эту интересную притчу, которую рассказывал Иисус о богаче и Лазаре? Это о другом Лазаре, And да? then he talks about what they were doing while the dead body was in the grave. И он там рассказывает, чем две эти личности были заняты, что с ними происходили, в то время как их смертные тела находились в могиле. And you see, they didn't cease to exist. Вы же понимаете, их тела умерли, но они не прекратили своего They could существования. think, they could talk, they Они could могли remember their думать, past, они they могли could remember their families. Помнить свое прошлое, членов своей семьи, они могли переживать разные вещи. While they were dead.
в то время, как чисто по-человечески они были мертвыми. So according to Bible, being dead is something very different Именно than what we поэтому, think. друзья мои, умереть и быть мертвым в библейском смысле это что-то совсем другое, чем представляют себе люди. We need to know the difference between being raised from the dead and resurrected. Есть разница между тем, когда ты был воскрешен из мертвых и воскрес. Вот как хотите, понимаете? Because Scripture says we were raised together with Christ Друзья, from the dead. просто я хочу, чтобы вы вспомнили этот стих Писания. Мы с вами уже совоскресли со Христом из We мертвых. did not experience the resurrection of the dead. Хотя мы не пережили все еще нашего воскресения в наших смертных телах. This will happen when Jesus comes back and we get И мы знаем с raptured. вами, We meet him. We are что transformed. когда придет Иисус, и когда мы будем восхищены с земли, мы будем точно так же преобразованы, и у нас будут совершенно новые тела. 1 Corinthians 15, our body will be transformed in one 1 moment. Коринфянам, 15 глава, там написано «в мгновение ока». Ваши смертные тела будут преобразованы. Do you agree that we not have yet this experience? Друзья, вы согласны, что мы этого вот события, If когда someone мы... here claims I've been resurrected with Christ, then please Что мы demonstrate by в walking этом through the wall. смысле Get some snow and воскресли. come back. воскресли со Христом, мы этого еще снова не пережили с вами, правда же? No, we have not been resurrected with Christ. Нет, but мы we еще have been risen with Him. телами не совоскресли со Христом, но мы уже были воскрешены вместе с Ним в And Духе. this is so important. If you don't understand this, you don't understand what the new birth is. Знаете, люди, которые этого не понимают, они недопонимают значение рождения свыше. So verse 20 we had already. This mighty power He worked in Christ when He raised Him from the dead. Verse 20. 20 стих говорит, что вот этой же самой силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил Его из мертвых. And we leave out the next 3 verses which describe what happened also after that. Потом мы с вами пропускаем 3 стиха, которые тоже описывают все последующие события. Because you also, and no verb. What does it mean, you also what? Интересно, что в принципе в оригинале написано «так и вас», а потом нет глагола. And why is there no verb? You also what? What? Нет, согласитесь, «и вас», и потом нет глагола. К чему тут нет The глагола? verb is in verse 20. Потому что глагол этот мы находим в 20 стихе 1 главы. It's a huge Это гигантский construction of отрывок, parts of sentences, a huge construction, сложно подчиненное предложение, которое содержит в себе and совершенно has only гигантское one verb. количество And this is информации. И глагол там только один. in verse 20. В 20 стихе. He raised him from the И dead, он воскресил его из мертвых. and you also. И вас, читаем When первый Christ was стих raised from the 2 dead, главы. you were raised from the dead. Друзья, когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, I know И вас. your mind says, how is it possible? знаете, друзья, иногда люди говорят своими плотскими That's мозгами, why как you это need возможно. revelation. Именно поэтому, друзья, мы Our нуждаемся mind в cannot откровении. grasp this. Потому что это не под силу человеческому мозгу. But thank God, Paul made it easy for us, and he continues or he repeats the same thought Но again. благодарение Богу за Павла, который продолжает и снова повторяет эту ключевую мысль. Look at verse 4 and 5. И потом 4 и 5 стих. «Богатый милостью, по своей великой любви», читаю вам синодальный перевод, «которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». He has made us alive together with Christ. Слава Богу за этот прекрасный глагол. Он оживотворил нас со Христом. Remember the paper in the book? Помните, открытка в книжке? The book with the paper is in the fridge. Да, если вы возьмете и книжку кинете в холодильник, I take the book out of the fridge. What happened to the paper? я достану книжку из холодильника, что будет с открыткой? It came out of the fridge as well.
она тоже была вытащена, ее тоже, Because можно the сказать, paper's in the book. достали из холодильника, потому что она была в книжке. We were placed in Christ. Don't ask me how God did this. Друзья, не задавайте мне вопрос, как Бог это сделал. I Но cannot Бог explain. поместил нас во Христа. I think no one can explain. И я не думаю, что кто-то из живущих But может the Bible вам says объяснить this is a fact. на земле. Но это библейский факт. And being made alive is the same as being raised together with Him. И оживотворил нас всех со Христом, это воскресил духовно. How do I know? Откуда я это знаю? Because verse 6 says so. Потому что 6 стих говорит нам это из He 2 has главы. raised us together with Christ. И воскресил с Ним. So being made alive is the same as being raised from the dead. Итак, оживил – это то же самое, что и воскресил. Do you get it? Оживотворил – то же самое, что и I mean, воскресил. just follow the text. Нет, вы текст читаете? Yeah? Verse 4 and 5 says. 4 No, и 5 and 6. И 6 стих говорит нам Together это. with Christ we were made alive. И воскресил с Ним. And then in the next verse И it's следующий стих. expressed as we were raised together with Him. Мы совоскресли вместе с Ним. The life of God came into Jesus and He was made alive while He was dead. Jesus died, and that does not mean just His heart stopped beating, but He was cut off from God and He was in a sphere without the life of God when He was in Hades. Окей, Иисус точно так же умер, потому что Он был в той самой сфере, где Его связь в аду, где Его связь с Богом была нарушена. И точно так же, как сила Божия пришла и оживотворила Христа. According to the Bible, there's 2 places in the Old Covenant for dead people where they go. В Ветхом Завете мы находим 2 разных места, куда попадали души мертвых людей. One is the bosom of Abraham, Это лона Авраама, which is for the righteous believers in the Old Covenant, которая предназначалась для праведников в Ветхом Завете, which is the entrance into eternity, и это, можно сказать, такое место пред heaven. департамент входа на небеса, вот как хотите. Приходит Sinners, в голову. after they died, they went to Hades. В общем, друзья, грешники, которые умирали под Ветхим Заветом, они попадали в место, называемое адом. Which is the waiting room for hell. И это тоже место ожидания, в общем, типа вокзала на поезд, который идет в озеро Огненное. And when Jesus died, when He took His last breath, И когда Иисус умер и сделал свой последний вздох, Scripture says He went to Hades. Писание говорит нам, что Он опустился в ад. And that's why David prophesied in his Psalms, "You will not leave me in Hades." И это то, что Давид в псалмах пророчествовал. Он сказал: «Ты не оставишь души моей в аду». This is what Scripture means when it says He tasted death for us. И это то, что говорит Писание. Он вкусил смерть за всех нас. Get rid of the idea, death is my heart stops beating. Друзья, смерть это не когда просто у меня сердце перестало биться и все. It's the most terrible condition a person can experience. Смерть это Cut самая off from God in all eternity, in total darkness. ужасающая вещь, которая может случиться с человеком, потому что человек попадает в состояние, когда он все осознает, но он отрезан от Бога, от Его любви и от Его света. Most people, when they think about the cross, they think about the physical pain that Jesus experienced. Интересно, что большинство людей, когда они думают о смерти Иисуса на кресте, они думают о просто физических страданиях, которые Христос претерпел. And it was tremendous. I mean, this И вне всяких crucifixion сомнений, это были совершенно жесточайшие переживания. Само распятие на кресте чего is the стоило. most cruel form of execution. Потому что даже в те дни это считалось самым болезненным и ужасным видом
наказания, смертной because казни. your body struggles for hours and Почему? hours. Потому что человеческое тело, которое было распято, оно еще долгие часы находилось в агонии и страданиях. And every minute you have to choose between tremendous pain and more tremendous pain. You don't know what to do. И It's always люди, it's это painful. настоящая агония, потому что у тебя нет никакого шанса на какое-то облегчение, это только от худшего к худшему. But the Bible speaks about the pain of death. Но также Библия нам говорит о страданиях смерти. And Paul says, after resurrection, after being made alive, death has no longer power over him. Павел Romans 6. провозглашая, Римлянам 6 глава, что после того, как Иисус был оживотворен, и мы были оживотворены, то власть смерти больше не имеет господства над нами. Let me give a simple picture. Приведу такой простой пример. We live in the basement, terrible life, no light, no food, no nothing. Представим себе, что мы The house is оказались, burning, we cannot get out. например, оказались в ситуации, когда горящий дом, мы заперты в подвале, и у нас нет никакой возможности оттуда выбраться. Jesus lives in Нет the highest floor. электричества и ничего. Иисус живет на самом верхнем этаже этого здания. He takes the elevator, comes down to basement, Он садится на лифт и приезжает в подвальное помещение. he says, please, come in. И говорит, ко мне давайте все вместе. He pushes Knopka and goes up to the top again. Да, мы садимся в лифт, он нажимает на кнопку, и мы все вместе с ним на лифте едем наверх. In Christ we were saved. Во Христе мы спасены. We were dead. Мы были No мертвыми, chance без всякого to escape шанса, this terrible situation. чтобы как-то выбраться He came из этой down. ужасной ситуации. Но он спустился, Suffered the same. пережил Hey. вместе с нами такую же боль. God sent the Holy Spirit, this is the glory of God, sent the Holy Spirit to make him alive. И слава Богу, Бог посылает Духа Святого, который оживотворил Христа. And we were with him, and when he was made alive, we were made alive. А потому что мы были с Ним и были в Нем. Когда Бог оживотворил Его, Он оживотворил и And нас that's why вместе the с Ним. Bible says, in the Spirit we were transferred into the heavenly realms. Именно поэтому Писание здесь в Ефесянах и провозглашает, что мы уже были посажены со Христом на небесах. So when it comes to spiritual reality, we are no longer under the devil. Поэтому все, что касается духовной сферы, мы не живем с вами под господством дьявола больше. Far beyond every живем demonic power. Превыше любой демонической силы. But at the same time, we live in the Но world. при этом в своих смертных телах мы живем все еще на земле. We do not belong В to this этом мире world, мы этому миру не принадлежим, but we are in the world. но мы с вами в мире. And therefore, we can experience demonic attacks. И поэтому мы переживаем какие-нибудь там But the демонические нападки. spiritual reality is we are together with Him on the throne, and demons are under our foot. Но в духовной сфере мы находимся с вами, со Христом на небесах, и все находится у нас под ногами. We have authority over the devil У нас есть власть над because дьяволом. of what God has done in us. Благодаря тому, что Бог сделал уже внутри нас. Not because we copy some mighty men of God Не and learn потому to что scream at the devil. Мы This is сначала stupid. пытаемся копировать каких-нибудь людей с помазанием и кричим на дьявола. Jesus knew who He was. Иисус знал, кто Он. And He didn't have to shout at the devil or even wrestle with him or something. Ему не приходилось ни орать на дьявола, ни топать ногой, ни бороться с ним. He says, I was dead. Он сказал, вот я был мертв, I have the key of death and Hades. но теперь я жив, и у меня ключи от ада и смерти. He's an authority. Jesus speaks and the devil has to obey. Он находится в позиции власти и господства. Он говорит, и дьявол вынужден And your подчиниться. authority over the devil in your sphere, in your family, in your life
is because of you realize what has happened with you, И who ваша you are власть in Christ. в вашей собственной жизни, в вашей сфере, в вашей семье, она вытекает из этого внутреннего понимания, что было сделано внутри вас и кем вы теперь являетесь в нем. Please go back and read and study and ask the Holy Spirit to open your eyes and read Romans 6 and read this last part of Ephesians 1 and then into 2 and let your eyes be opened. Я вдохновляю вас обратиться снова к Римлянам, к 6 главе, к последнему отрывку из 1 главы к Ефесянам, начало 2 главы. Возвращайтесь к этому, получите откровение And then об you этом. will see scriptures like 1 John 5:4 in a new light. И тогда разные отрывки Писания, например, 1 Иоанна 4:5, вы сможете видеть это в другом свете. Whatever is born of God overcomes this Потому что world. все, что рождено от Бога, побеждает этот мир. You were born of God. Your Вы faith is even были born of God. рождены от Бога. Даже в веру вашу родил сам And Бог. that's why your faith is victory. Именно поэтому победа наша, You это are no вера longer under наша. the dominion of the world. You were Потому taken out что of it. мы больше не живем под господством этого мира. Мы были извлечены из And you have него. received the victorious life of God in you. И мы приняли внутрь себя победоносную жизнь Божью. And when you realize this, then you know why you have a right to rule. И только когда вы начинаете все это понимать, вы начинаете осознавать, почему вам было дано право править. So understanding these spiritual realities, Понимание вот этих удивительных духовных реальностей, that is the foundation for moving forward unhindered and being changed and changed and changed. это единственное основание, чтобы двигаться вперед и постоянно меняться. Nothing can hold you back anymore. В реальности ничто не может вас You удержать, have overcome the devil. потому что вы уже He победили has no лукавого. grip and no hold on Потому что you. он уже не может держать вас, он не может вас удерживать хоть как-то. Only when you give room for him. Только когда мы, тут же написано, When you даем don't- ему место. When you don't apply your privilege to rule in this life. Когда мы не используем это право господствовать в этой Then you жизни, can над give ним, it an open door for the devil. тогда мы начинаем давать ему место. And Paul says, don't do that. И Павел говорит, и не давайте He didn't место say, дьяволу. fight the devil until you are free. Он не говорит, сражайтесь с дьяволом, he пока said, "You are не free." будете свободны. Он говорит, ты уже very- свободен. You are free. Be very Ты careful уже not to свободен. give him any Будь space in your внимателен, life. чтобы тебе просто на территории своей жизни не давать This is- дьяволу место. A very different perspective. И это очень другой подход к жизни. And when we don't have this foundation, we try to fight a hopeless fight against the enemy. А когда у нас этого понимания основополагающего нет, мы сражаемся с дьяволом, в принципе, в очень безнадежной борьбе. Paul says, just make sure you don't give him any space. Павел говорит, Ephesians и 4. не давайте, Ефесянам 4 глава, место дьяволу. And we need to see life with God's eyes. И жизнь нам стоит видеть с точки зрения Бога. And that which is normal program in many, many churches is described by Paul giving place to the devil. То, что мы иногда видим в собраниях, то, что происходит, это вот никак не назовешь по-другому, как то, что сказал Павел в церквях. Screaming, Не давайте место дьяволу, потому yelling что, at each other, в церквях мы находим, как not люди forgiving, орут друг на друга, как люди expressing гневаются, anger, как люди выражают гнев, не прощают, refusing to forgive. когда люди отказываются кого-то Paul says, прощать. all these things open the door for the devil in your life. Павел говорит, вы просто поймите, это открывает двери для дьявола в вашей жизни. And he says, please remember who you are. You don't have А to он do говорит, this. You are not a послушай, victim anymore. Вспомни, кто ты такой. Тебе не нужно так жить. Ты не жертва этого всего. Don't open any door for him. Просто не открывай для дьявола двери в своей жизни. Which means you are not a victim of anger. И это значит, что ты уже не жертва
гнева, который просто бесконтрольно находит You're на not тебя. helpless. Ты не какой-то You have беспомощный человек. received divine power. Ты получил внутрь себя Romans божественную 5:17. силу. Римлянам The 5:17. gift of righteousness Дар праведности and the fullness of grace и обилие благодати. enables you to rule in life. А тем, которые приняли дар прощения и обилие благодати, будут царствовать Romans в 5:17. этой жизни. Те, кто это принял, тот будет We have царствовать. been enabled to rule in life, not to be dominated, to rule. Друзья, мы с вами все приняли власть и силу для того, чтобы царствовать в этой жизни, а не для того, чтобы что-то бесконечно угнетало нас. We have the divine power to control our emotions. Мы приняли божественную власть, например, контролировать свои эмоции. Let's stop this nonsense. Yeah, but the anger is too strong. in Давайте me. I can't перестанем help. всю эту чушь нести. Ой, все, там, гнев прет, я никак ничего не могу с This этим is сделать. nonsense. Ерунда это You все. don't know your spiritual identity, Потому что это означает, что мы все еще не понимаем своей Or- внутренней сущности. you don't use it. One of those. Или мы не пользуемся тем, что нам было дано. Либо не понимаем, либо не пользуемся. Одно из двух. Titus 2:11. Тита 2 глава, 11 стих. The grace of God has appeared «Явилась спасительная Божья благодать, and disciplines us, которая наставляет или дисциплинирует нас, trains us, teaches us. которая учит нас, которая тренирует нас». To me, the grace of God, this is the Holy Spirit, the Spirit of И для grace. меня, что такое благодать? Это сам Дух Святой, потому что это And Дух He is благодати. teaching me. И это благодать, или Every Дух day. Святой, учит меня What is каждый He teaching день. me? Чему Он учит What меня? does He want to teach you? И чему Он хочет научить каждого из нас? To say no Отвергать, to the invitation of sin. говорить «нет» на всякое приглашение грешить. This is the help of the Holy И Spirit. это и есть помощь Духа Святого. The main idea is Но the Holy основная идея, Spirit, друзья, on the заключается в том, basis of who we are now что на основании того, and кто мы under есть, which authority we are, на основании no longer того, under the devil, under God's authority. под чьим господством, под чьим царствованием мы находимся, а мы больше не находимся He под teaches господством дьявола, а под господством Божьим. He teaches me to apply, to use my privilege as a child of God to rule. И Он фактически учит меня, как сына или дочь Божью, воспользоваться, как правильно пользоваться своей привилегией, I'm no которая longer a была мне victim. дана, господствовать и царствовать в I этой can жизни. control my fantasy. Друзья, я не жертва, я могу контролировать I can свое say in Jesus' воображение. name, I stop these dirty pictures. Я могу сказать во имя Иисуса, That я запрещаю Decades грязным ago came in my life watching stupid things. картинам, которые пытаются всплывать у меня в It's my мозге, fantasy. которые пришли I в have мою authority. жизнь. Это моя And сфера, I здесь can моя stop власть. things in Это my мои mind, фантазии. in my fantasy, И я имею право that are останавливать not там healthy, вещи, that are not pure. которые нельзя that are назвать not in нечистыми, agreement. нездоровыми, Because которые I'm a child of God, I не can согласны rule. с Богом. Я, дитя Божие, я имею право править. Many times I work with men to pull them out of Я думаю, pornography. я вам говорил, что я часто имею дело с мужчинами, которые попадают в рабство порнографии. And the first thing I do is I pull them out of the wrong identity. I'm just helpless. This feeling comes and I just do it and I don't know how to stop it. И первое, из чего я их вытягиваю, это из лживого представления о том, кто они такие, в понимание того, кто они во Христе. Потому что иначе сидят люди и говорят, ну я не знаю, это приходит, находит, и я никак I ничего с say, этим не могу this is поделать. Romans 7. И я им говорю, друг, The thing I Римлянам don't want 7 to do, I глава. do. Да, я понимаю, то, что не хочу делать, я делаю. This is not salvation. Но это не спасение. Salvation is Romans 8:2. Спасение — это Римлянам The law 8.2. of the life, Закон Духа the жизни spirit that makes alive in Christ has set me free from the уже law of sin освободил and death. меня от закона греха и смерти. He's working mighty in you, the Holy Spirit, every moment. Дух Святой способен могущественно работать внутри нас.
But you give him room. You allow him Главное дать ему место. to Главное help you and to strengthen you. дать ему возможность. Главное пригласить его, чтобы он мог укрепить тебя и And помочь and тебе. the more we understand what И has чем мы happened, больше понимаем, What is the new что birth? произошло who's on the inside, на кресте, что такое новое the one in you рождение, is greater than the one in the world. что такое рождение свыше, потому что тот, кто в нас, тут больше того, кто в You мире. have been equipped to rule. И нам были даны все необходимые средства, чтобы мы могли царствовать. So remember, facts, Итак, faith, друзья, experience. факты, вера, опыт. And many people miss the first 2 points and want to have a different experience. Знаете, а разные люди, они местами это все, они все это меняют, и они хотят просто, чтобы сразу в их жизни был какой-то другой опыт. And they want to get free from sin bondage, Да, люди хотят освободиться от рабства греха. but they have no idea who Правда, they не are, знают what при has этом, happened. кто они такие, что What it было means им to дано, be born что by это the значит Spirit, быть рожденным от Духа to be a Божьего, child of что God, to это be значит equipped быть Сыном Божьим, что это значит получить and все empowered необходимое with the grace снаряжение. of God. Что значит получить This is благодать where we и силу miss it. Божью? Вот тут мы все Not in the упускаем. everyday life situation where we try to resist, knowing all the time we're little weaklings, but sin is so powerful. Знаете, они в каких-то ежедневных уже ситуациях, когда я начинаю сражаться на основании силы своей воли с грехом, и я такой маленький слабак, а грех такой гигантский гигант. If you didn't understand heck what I was talking about, Да, и если вы даже ничего не поняли из того, о чем я at говорил, least you can go back to Ephesians 1, Хотя 15, бы 23 Ефесянам 1, 15, and 23. pray for open eyes. Молитесь, чтобы To Бог see открывал reality. глаза, чтобы мы могли видеть духовные реальности. Come out of the deception of a wrong identity. И выходили из власти лживого понимания того, кем мы являемся. And after praying this prayer earnestly and inviting the Holy Spirit И and если avoiding вы to grieve Him, Начинайте minister to усердно you. молиться, приглашайте Духа Святого, Он будет служить вам. and then we talk again after a few hundred prayers. А потом, как только в сот несколько раз помолитесь, снова на эту тему And then поговорим. the last of you can say, now I understand what I've been taught. Да, и вы сможете, я верю, сказать, теперь я понимаю, о чем мне тут говорят. It works. В общем, The Holy это работает. Spirit is our teacher. И Дух Святой And He наш brings you наставник. into all И reality. это Он, кто Into all the вводит в нас What has happened в at the cross полноту with Jesus, реальности. with you, and who you are now. И именно Он способен наставить нас на то, что случилось на кресте и с Иисусом, и с нами, и о том, кем мы теперь являемся в Нем. Amen. Аминь. Amen.